Я цахтот акинатыхраз на палаку атрарыску адыра таракор цикл. Сегодня у нас в гостях Инар Нормания. Инар в этом году закончил кинорежиссерский факультет Института кино и телевидения в Петербурге. Правильно я говорю? Все верно. Да. Инара я знаю давно, но как-то так сложилось, что вот только по окончании вуза удалось нам встретиться в нашей студии, в проекте «Наше кино». Я вот видел ваши передачи. В основном все вот люди, которые сейчас выпускаются из киновузов России, 90% этих выпускников, они учатся там отчасти благодаря вам, потому что вы многих готовили, вы с многими занимались. Сидели, я помню, мы с вами, 6 лет назад мы встречались в АИСе, смотрели Антониони, Феллини, то есть уже тогда. Тарковского мы смотрели. Я еще удивлялась, да. мальчик смотрит Тарковского. Поэтому вам спасибо вот за такой опыт. Спасибо тебе, Инар, мне очень приятно это слышать. То, что вы вот продолжаете верить в наше светлое кинематографическое будущее. Спасибо, Инар. Вам спасибо. Спасибо. Ты приехал в Абхазию на диплом, да. У вас была масса техники. Не масса, ну, для нас, которые приходят на съемку с камерой, дай бог, с одним осветительным прибором, это было там, ты привез рельсы, кран, ты что, для нас это была супертехника. У нас нет просто этого, ни на телевидении, ну нигде больше. Мы здесь находим способы обходиться и без этого как бы. До сих пор ли ты думаешь, что вот не имея вот такой базы технической там и так далее, и так можно далее? И без этого. Ну, конечно. Замечательно, Инар. Я очень рада, можно что и ты... без этого, просто на это нужно мозги. Мозги, вот, и талант. замечательно. Я пока не могу похвастаться, что у меня есть какой-то там нереальный талант, но просто я понимаю, что иногда, то есть, можно обойтись и без стедикамов, штативов. Я знаю, у тебя очень специфическая мастерская была. Вы очень мало снимали. Мастер ваш отдавал предпочтение площадке. Конечно. Как ты считаешь, вот это продуктивно, это дало результат? Ты обрел какую-то, скажем, такую почву через такую методику преподавания? Ну, я думаю, да, потому что когда поступал, не понимал, что профессия предполагает вот всех тех ужасов, которые, собственно, нас ожидали впереди. Нас, я имею в виду, нашу мастерскую, всех вот этих ребят, с которыми я учился. Ужасов? Пожалуйста, разъясни, потому что я не понимаю, зритель тем более. Расскажи, что за ужасы были у тебя в мастерской? Нам так мастер с первого курса сказал, что вот ваша профессия преодолевать себя, свою лень, которая у меня врожденная. Она у нас, наверное, у всех врожденная, да, это есть, конечно. Безусловно, что-то не получается, безусловно, к чему-то надо стремиться, чего-то надо достигать. Постоянно какие-то преграды. То есть совершенства мы не достигали никогда. Ты считаешь, что основа ремесла, основа профессионализма в этой профессии – это умение работать с актером? Можно и так сказать. 4 года занимались на площадке, то есть тет-а-тет с актером. То есть мы ставили постановки, мы ставили отрывки, монологи, этюды, то есть непосредственно без камеры, просто вот сценическая площадка. Режиссер и актеры, суть которые были наши студенты, ну, наши студенты нашей мастерской. То есть мы с ними работали, и вот упор и акцент был вот именно на работу режиссера с актером. Мне так кажется. Что из этого получилось, не могу сказать. Это надо будет смотреть в кино, это надо будет... Я просто в силу своего опыта могу сказать, что вот кое-что я умею в меру своего возраста, своего опыта, своего развития. А как насчет киноязыка? Он уже формируется впоследствии, когда ты снимаешь одну картину, потом снимаешь вторую картину, третью, пятую, десятую, и потом уже у тебя формируется язык, который Очень авторский. интересное у тебя отношение к понятию язык кино. Что такое для тебя язык кино? Это способ, авторский способ передавать свои мысли посредством вот этого вот экрана. А что заключает в себе этот экран? Кино. Кадр, да? Что внутри кадра у нас? Не только Работа же с актером может быть авторским. Я могу отдавать
больше сил на работу с актером. Допустим, другой мой товарищ отдает больше сил на то, чтобы актер, наоборот, не работал. То есть, чтобы актер ничего не играл, чтобы он сидел статично. Ну, ничего не играл, это не значит сидел статично. Ну, допустим, я условно говорю. Органика человеческая, она подразумевает тоже не игру. И вообще в кино, насколько я знаю, если ощущается и чувствуется игра, то это плохо. В кино в основном какие-то органические элементы, органические фактуры. Ты согласен Задача со мной? режиссера создать мир, где вот эти все актеры они становятся одним организмом, одним миром. То есть да, это режиссерская задача, безусловно. Когда ты погружаешь зрителя в свое кино. Допустим, у меня они чуть-чуть возвышены, то есть они немножко нереальные. Актеры, я имею в виду, персонажи. То есть я в этой форме, собственно, ваяю искусство. Меняется очень много вообще. Работа с актером, она, в принципе, остается. Она как и была, так есть, так и будет. То есть, безусловно, наш мастер это понимал и, собственно, отдал нам вот такое вот на размышление тот факт, что нужно прежде всего именно работать с актером. Я хочу тебе задать в таком случае такой вопрос. Как ты относишься к изречению многих великих режиссеров о том, что настоящие киноактеры – это единицы? Имеется в виду такое свойство актерской психики, даже это не актерской, а человеческой психики, когда актер выходит на уровень некоего подсознательного существования, и он уже не актер и не та личность, которая она есть, это уже персонаж, это уже нечто третье. Таких актеров единицы, можно назвать среди них Иннокентия Смоктуновского, Петренко, Джанкарло Джанини относится к таким актерам. Я, кстати, читала его интервью, он писал о своих ощущениях, когда он входит в это состояние. Играть некие экстремальные какие-то ситуации или страсти и так далее, как бы не имитируя жизнь, могут только такие величайшие актеры. Нет плохих актеров, которые плохо играют. На мой взгляд, нет плохих операторов, которые снимают плохо. Есть плохие режиссеры. Я не говорю о плохой игре, я говорю о сути, принципе игры вообще. То есть кинопленка, она обладает удивительным качеством, она как сканер, она проникает, что мне интересно, ты это понимаешь, а тем более с нынешними технологиями, с нынешней техникой, эта цифровая пленка, она сканирует, то есть достаточно какого-то намека, и уже понятно что. Вот я сейчас подхожу к вопросу о типажах. А как ты относишься к типажам в кино? Я к тому, что иногда не нужно ничего играть, достаточно жеста, взгляда, Согласен, абсолютно. Пластического хода, да? Да. Ну вот, на мой взгляд, это и есть киноязык. Игра актера должна быть частью всего полотна. Иногда достаточно просто фактуры актера, и все. Герман так делал очень часто. Он перед тем, как начинать очередную картину, он засылал своих агентов, они стояли у выходов из метро и просто ловили людей. По-моему, в «Трудно быть Богом» рассказывали о том, что он нашел каких-то полукриминальных людей, которые оказались действительно то ли бандитами. Это не были образы, это были реальные люди. Вот сыграть так мог только реальный человек. У него были и актеры большие, у Германа, Конечно. были и натурщики, и были великие актеры, но великие актеры, которые снимались у Германа, я помню интервью Гурченко и других, они все говорили о том, что Герман как раз работал над тем, чтобы убрать из них актера. Он вытаскивал из них нечто такое, о чем они сами не подозревали. Я думаю, что Герман как раз прекрасно понимал вот эту вот специфику кино, и большой актер, хочет он или не хочет, понимаешь, все равно он апеллирует некими уже штампами, в любом случае. Большой профессионал это увидит, а зритель его не видит. И Герман занимался тем, что эту систему штампов он ломал в них
И Так и я надо. помню, Правильно. Гурченко говорила о том, что она просто хотела сорваться, уехать, уйти. И она думала, что он ее ненавидит, он что-то с ней делал. А в результате, когда ей казалось, что она вообще не знает, что делать, что играть, как быть, Герман кричал: «Браво, вот это и есть то, что нужно». Такая ли манера, вот такое ли глубинное отношение к сущности актера, к сущности его существования в кадре вам преподавалось? Либо это была просто театральная площадка? Вот, наверное, вот мой вопрос такой. Мы изучали практически все школы Станиславского, того же Изучали. Паевского, А что тебе лично, тебе, Инару Нормания, Мне что, он ближе, интереснее? Что дает тебе сегодня право думать о том, что я сниму кино, потому что я это умею? У меня метод работы с актером свой, то есть я с ним говорю, общаюсь, много читаем, много мы когда снимали мою дипломную работу, перед тем, как, собственно, начать приступить к съемкам, мы встречались с актером, мы друг другу обменивались списками литературы, списками кино, которые нужно посмотреть, чтобы элементарно погрузиться в какое-то из состояний. А тебе не кажется, что мы живем сегодня в такое время, что эти методики, они немножко не работают? Конечно. Сегодня, пока ты будешь одному из актеров рассказывать про его внутренний мир, приучать его книжки читать и так далее, уйдет время, деньги, техника и так далее, и так далее. Есть ли у тебя на этот счет какие-то свои мысли по тому, как оперативно, быстро, не теряя зерна, не теряя сути? Есть такое понятие стопроцентное назначение на роль, когда ты видишь подходящую тебе фактуру и говоришь, что вот ты у меня будешь играть. Почему? Типаж. Потому что, типаж, можно и так сказать. А уже потом это все как слои наслаивается. Сначала ты понимаешь, как с ним, какой к нему нужен подход. Собственно, люди все разные, актеры все разные. Хорошо, это с актером. Да. Дальше, операторы. Я давно за тобой наблюдаю и наблюдаю за той методикой и той школой, в которой ты учишься. Я никогда тебе ничего не говорила против там или не возражала. Я подумала, пусть он учится, там такая школа, пусть он набирается. Вот когда он закончит вуз, мы с ним сядем и поговорим как два профессионала. Я помню твои слова о том, что каждый осветитель, рабочий на площадке, техник, гример должен полюбить твое произведение, проникнуться. Сейчас я так не думаю. Осветитель не погружается. Ну вот, я вот о том, да, все-таки не погружается. Конечно, есть, допустим, костяк авторский в кино, который занимается чем-то. Остальные это люди, к сожалению, не имеющие никакого отношения к кино, зачастую, что сейчас происходит. Инар, я очень рада, что ты это понял. Вот. Я думаю, что на своей шкуре, на своих ошибках, да? Просто нас так учили, я думал, что это так. Я просто пришел на площадку, понял, что все немножечко не так. Уже, собственно, начал думать по-другому, потому что осветитель, какое ему дело до того, какие-то там идеи. Он работает, у него в день оклад 3000 рублей, он их забирает. Да, одной из трудностей и препятствий, я думаю, профессии являются и эти вещи тоже. То есть те ножницы, расхождения, которые происходят в момент практической работы в кино, да, с тем, чему тебя учили. Мысль о том, что в кино все горят твоей идеей, она немножко уже не актуальна. Ты со мной согласен, я с вами да? Согласен, потому что это, опять же, это режиссерская задача в этих условиях, вот в таких, где кругом, может, есть у тебя какие-то там соавторы, товарищи, остальные вся группа, это такой вот механизм. Режиссерская задача заключается в том, чтобы вот в этих условиях сделать качественное, хорошее кино. Сегодня мы живем в такое время, когда сворачиваются киностудии, когда студия может состоять из компьютера,
камеру можно взять в аренду в конце концов, да? Так все и И делают. вот эта минимализация производства, я думаю, она должна вас, молодых, наоборот, окрылять. Молодых, которые приходят сегодня в кино с образованием, то есть с базой. Тебя учили в любом случае. Ты на практике понимаешь, да, это правильно учили, это неправильно, это так, но ты получил все равно какой-то костяк. Все меняется, формы меняются у всего, у живописи. То есть все меняется, все трансформируется. То же самое и с кино. Просто нужно в этой трансформации найти почву для авторства. На это нужен талант, мозги и трудолюбие. Мне бы хотелось, конечно, еще где-нибудь поработать на большом кино, а потом уже просто, я не могу сказать, что я все осмыслил, все познал и приехал сюда как гуру просвещать народ. Нет, я до сих пор в процессе познания, я пока много Ну, не мы знаю. всю жизнь в процессе познания, поэтому не надо такие акценты ставить по поводу гуру и всего прочего. Когда заканчивается вот это познание, тогда и все останавливается. Да, Когда кончается да. поиск. Мы сегодня будем смотреть твою дипломную работу. Выбор темы твоей, он закономерен. Не выбросив, не выхлестнув негативный пласт, невозможно, наверное, дальше двигаться и жить спокойно, прозрачно, гармонично. Я восприняла твою работу как некий вот такой вот выброс. Следующая картина будет абсолютно другая. Это как я себе задачу поставил. Сделать не так, как я делал. Я поняла, что препятствий было очень много. Они были не только естественные, они были еще и искусственные, так как это подогревалось мастером вашим. Поэтому я хочу, чтобы работа на нашей земле, она протекала у тебя легко, беспрепятственно. И ты бы увидел, как это так. А в Абхазии это возможно. Очень легко и просто. Я понимаю. Ты понимаешь, я понимаю, да. конечно. Да.
Карту Эриха? Нет. Абхаз? Я грек. Hey! Taram taram ta. Tararara taram taram ta. Tararara taram ta. Tararara taram pa. Tararara param pa. Taratara taram 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 taram. Taratara taram taram.